Резонансное дело на 2 миллиарда гривен. Насиров, который якобы перенес гипертонический криз и инфаркт, встал на ноги. Готов сотрудничать со следствием, Украину покидать не собирается. Суд по избранию меры пресечения экс-главе фискальной службы Украины Роману Насирову продолжается. Сегодня он сообщил о том, что намерен отстаивать свои права законным способом в суде. Насиров отвергает обвинение НАБУ в незаконной реструктуризации налогового долга компаний, связанных с Александром Онищенко. Буквально час назад пришло сообщение о том, что здание суда вновь заминировали. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Эльвина Сейдбулаева. Добрый вечер, Эльвина. Расскажите, что сейчас происходит в здании суда и есть ли уже какое-то решение? Добрый вечер, София. Сейчас мы находимся около Соломенского райсуда. И полчаса назад попросили всех покинуть здание Соломенского суда, так как поступила информация о заминировании. К зданию приехала и пожарная, и служба разминирования. Сам Роман Насиров находится в здании, рядом с ним несколько депутатов. Глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сегодня передал прокурорам по делу Романа Насирова документы, которые усилят обвинения. Прошу послушать прямую речь. Не боїтеся, що він може втекти? Боїмось, звичайно, тому і вживаємо завжди, хотів, щоб цього не сталося. Обираємо запобіжний захід тримання під вартою, те, що ми просимо. Кажуть, що знов замінували. Двічі в одну річку не війдеш, але в Україні це можна. На суд сегодня вызвали и врача-кардиолога, который сказал, что угрозы жизни для Романа Насирова нет. И сегодня судья Александр Бобровников отказал в защите подозреваемого о проведении судмедэкспертизы, так как уже детективы НАБУ придавали суду документы о состоянии здоровья Насирова из Института кардиологии. Адвокаты утверждают, что ни прокуроры, ни адвокаты не знают, может ли их подзащитный принимать участие в судебном процессе. Прошу послушать прямую речь. Ми наполягаємо на задоволенні нашого клопотання, ну а вже яке рішення ви приймете, це вже, я кажу, не від нас не залежить. Відмова лікарів швидкої медичної допомоги від надання і госпіталізації Насирова була обумовлена тим, що він відмовився від обстеження для того, щоб встановити все ж таки, чим він хворий, а не тим, що медичний заклад посилався на те, що він вже десь перебуває на лікуванні чи ще щось. Тому це позиція виключно підозрювана була. Ваша честь, прошу не вводити суд в оману. Роман Михайлович хворіє чи не хворіє, ми не знаємо. Ми не фахівці, прокурори не фахівці, прокурори не лікарі. Вони лише користуються своїми правами, наданими їм державою для захисту суспільства і особи. Тому прошу звернути увагу, що в разі незабезпечення проведення медичної експертизи захист може поставити питання, вся спільнота, не тільки ми, Україна, може поставити питання про порушення статті 3 Європейської конвенції, це заборона катування. Що стороною захисту не було надано до суду жодних доказів необхідності в проведенні вказаної експертизи. З огляду на викладене, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання. Керуючись статтями 242-309 КПК України, слідчий суддя ухвалив відмовити в задоволенні клопотання адвоката Лисака про призначення судово-медичної експертизи щодо визначення стану здоров'я підозрюваного Насирова Романа Михайловича. Ухвала оскарження не підлягає. Роман Насиров уже не лежит на носилках, а он сидит, сегодня присутствовал во время суда. Именно до вчерашней ночи, именно вчера в полночь истекли 72 часа по избранию меры пресечения Роману Насирову. Сегодня он на ногах, и в социальных сетях появилась фотография, как он сидит на служебном месте, на рабочем месте судьи. И сегодня в сопровождении своих адвокатов он прошелся по коридорам суда и прошу послушать прямую речь. А можна ще розпитати, як ви себе почуваєте? Вас щось турбує? Дякую, що хвилюєтесь. А чи допустили до вас лікарів вночі?
Зранку. Вони вам надають допомогу? Мы продолжаем находиться около Соломенского райсуда. Здание пока заминировано. Когда продолжится заседание суда, и о новых материалах мы уже расскажем в следующих выпусках новостей. Спасибо, Эльвина. Это была наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. А сейчас она находится около здания Соломенского суда города Киев. За выходные суд по делу экс-главы фискальной службы несколько раз переносился. 72-часовой срок содержания под стражей истек накануне почти в полночь. Но Роман Насиров на свободу так и не вышел. Активисты охраняли здание суда всю ночь, чтобы тот не сбежал. Ночь в суде провела и наша съемочная группа. Около 8 вечера в воскресенье здание Соломенского райсуда Киева блокируют активисты. Здесь, на 4-м этаже, задержанный Роман Насиров. Детективы НАБУ и коррупционной прокуратуры ждут судью. Он должен избрать Насирову меру пресечения. 72 часа, отведенных на задержание подозреваемого, истекают в 23 часа 52 минуты. За полчаса до часа Х в суд приезжает жена Насирова и адвокаты. Внутрь пускают депутатов. В назначенное время народные избранники выходят к журналистам с новостью. Насиров свободен. В выходной день в суде не нашлось дежурных судей, а правоохранители не предъявили подозреваемому новых обвинений. Коли співробітники НАБУ оголосили пану Насірову, що він вільний і може вільно пересуватися, він намагався встати з ліжка відразу, але адвокати попросили лежати. Це повний провал суддівської системи. Це те, що влада зараз втрачає. Щохвилини після того, як суд не прийняв рішення і пройшли 72 години, це влада зараз втрачає всі можливості вчинити правосуддя в країні. Суд без комментариев покидают детективы НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Насиров не спешит воспользоваться свободой и остается в здании. Его адвокаты заявили, подопечный готов сотрудничать со следствием и пообещали, утром он предстанет пред судом. Так закончилась трехдневная попытка предъявить обвинение главе фискальной службы страны в превышении служебных полномочий и нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. 3, 2, 1, выходь! В четверг вечером детективы НАБУ огласили ему подозрения и задержали. При этом Насиров оказался не в СИЗО, а на больничной койке Феофании. Оттуда его на следующий день возили в кардиоцентр. Подозреваемый все время находился на каталке с закрытыми глазами. Він спілкується, але сказати, яким чином, що йому треба зараз, які заходи вживати медичного характеру. Тобто я не можу сказати, він не знає. Можливо чи неможлива поїздка в суд? Можливо. Але з якими документами поїде в суд детектив НАБУ, з такими, які отримали? Ви знаєте, цей процес дуже буде цікавий. Из центра в суд, но обвинение там не прозвучало. Сначала будет ложный звонок о заминировании, потом адвокаты попросят перерыв, чтобы ознакомиться с делом. Суд его даст до следующего дня, а Роман Насиров откроет глаза и начнет общаться с прессой. Як ваш стан? Зараз погано. Як вам суд? Потім це прокоментую. Коли потім? Коли буде відбуватися засідання, в якому я зможу прийняти участь. Вам робили операцію? Уважаемый журналист, выйди, Робили пожалуйста. операцію, робили лікування. Из суда снова в больницу. На следующий день снова суд. Прокуроры просят для Насирова арест или залог в 2 миллиарда гривен. Адвокаты настаивают на допросе консилиума врачей, обследовавших их подзащитного. Судья ходатайство отклонил. В ответ защита заявила ему отвод. Попытка найти нового судью в воскресенье не удалась. Роман Спиридонов, Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Ислам Пинка, Заман, АТР.